Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как девочка выпала из окна 5-го этажа в Нижнекамске. На школе давление поступило, поэтому так. А в школе давление, да. Покажем, как сгорела автомойка на улице Закиева. Там говорят, что находится около, возможно, 200 литров бензина. И чего сильно боялись очевидцы. А также попытка кражи из магазина. Я еду хочу, причем все алкоголь. Я жрать хочу. И поверили ли ему продавцы? Это и не только. Прямо сейчас. В полночь в Нижнекамске из окна 5-го этажа выпала 14-летняя девочка. Она выжила, сейчас находится в реанимации. Состояние тяжелое, но не критическое. Наталья Мезина с подробностями. Желания не имел такого. Это просто вообще случайность произошла. Папа девочки с трудом рассказывает о произошедшем. Уверяет, все было совершенно случайно. Она упала рядом с домом. Снега было немного, но критических травм она не получила. Ребенка доставили в больницу. Сейчас она находится в отделении реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Врачи говорят, рубашка разделась. Там тазобедренный сустав только пострадал. Так, органы все в порядке. Просто чисто стечение обстоятельств повезло просто так. На школе давление поступило, поэтому так. А в школе давление? Да, там со стороны учителей. Ну что это? Из-за этого так получилось. Как так получилось, сказать не могут и соседи. Говорят, они приехали сюда совершенно недавно. Знают только, что в семье 3 детей. Упала средняя дочь. Об отношениях в школе не знают совсем. Ну, иногда здоровалась, иногда нет. Было такое, да. Ну, по настроению, наверное. Молодежь так бывает уж. Хочу здороваться, хочу нет. Сейчас во всех причинах происшествия разбираются следователи. Наталья Мезина, Александр Халин, Фахри Исламов, «Вызов 112». Сообщение о ножевом ранении поступило поздним вечером в полицию Казани. Звонившая женщина уверяла, что ее ранил ее же приятель. Впрочем, ни медики, ни полицейские, прибывшие в квартиру на улице Восстания, раненых людей не нашли. Позже выяснилось, что она сильно испугалась своего сожителя и сообщила о ранении, чтобы экстренные службы приехали как можно быстрее. Он меня быстрее убьет, чем прибьет. Он меня. Он меня тут так бил. Вину признал частично, уверял, что большинство пострадавших все неправильно поняли и просился под домашний арест. В Нижнекамском городском суде допросили мужчину, который обвиняется в нападении и избиении беременных женщин. Эта история получила большой резонанс среди общественности. Юлия Гоголева из зала суда. Он спокоен, хотя и закрывает лицо от зрителей. Утверждает, что все его действия – лишь хулиганство. Истязание отверг категорически, а из всех вменяемых ему эпизодов нападений на женщин вину признал только в 2. Остальные, уверяют, либо все выдумали, либо его с кем-то спутали, как беременная девушка, получившая удар в живот в апреле минувшего года. Я нашел, в тот день был скользко, я поскользнулся и случайно попал. Обвиняемый твердо стоит на своем. Вся история – сплошное преувеличение. Не знаю, ему состояние стресса было того. Как любая беременная женщина, она как эмоционально нестабильна. Мужчина признает, в июле в парке «Семья» действительно 2 раза ударил женщину. Настроение было плохое, уволили с работы. Но на записях с камеры видеонаблюдения четко видно – ударил и пнул не менее 6 раз. Подбежал сзади, пнул ногой. Она потом отбежала в сторону, потом начала. Эта история всколыхнула общественность в июле прошлого года. Мужчина нападал на беременных женщин и мам с детьми. Тогда его поймали, но быстро отпустили. Но после возникшего резонанса его задержали вновь. Тем более, что он уже был судим за разбой и грабеж. В ходе расследования следователи выяснили, что охоту на женщин он начал еще весной. Вы замахнулись, либо ногой удар нанесли? Вы осознанно это делали? Да, осознанно. То есть не замахнулись, а ударили ее ногой? Да. Подсудимый просил, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест. У него ряд хронических заболеваний. Но суд оставил его под стражей. Следующее заседание назначено на 17 февраля. Юлия Гоголева, Светлана Шумкова, Булат Абдульманов. «Вызов 112». Мойка самообслуживания вспыхнула ночью на улице Закиева в Казани. Рядом находится заправочная станция, и ее работники боялись, что огонь перекинется и на них. Тем более, что на горевшей мойке прямо в эпицентре пожара были металлические баллоны, что в них никто не знал. Автомобилисты, ставшие очевидцами, в спешке отгоняли свои машины. Алия Хайрудинова была на месте происшествия в числе первых. Возгорание произошло
в районе 23-30. Пламя, вспыхнувшее в техническом помещении, где располагаются насосы для подачи воды и пены, быстро начало распространяться по всей мойке. Клиентов в этот момент там не было, но свидетелями пожара стали водители, приехавшие на заправку, которая находится по соседству. Напуганные люди стали звонить по номеру пожарной охраны 101 и отгонять машины подальше. Выгоняли их даже с соседней крытой мойки. Но жар очень сильный здесь. И вот там говорят, что находится около, возможно, 200 литров бензина. С каждой минутой и разрастанием площади пожара люди все больше боялись взрыва. В эпицентре находились баллоны. Что было внутри, никто не знал. Впрочем, приехавшие к этому времени пожарные довольно оперативно справились с огнем. Там вот баллоны какие-то стоят вот именно в этом месте, причем хлопка никакого не было. Не было ни хлопка, нигде ничего, просто сперва задымление было, а потом, видать, дверь была открытая, и пошло возгорание, то есть кислород попал, все, подача кислорода, начинается возгорание. Хорошо то, что не было ветра, если бы ветер был бы, оно могло бы сюда перекинуться. Из-за чего возгорание пошло, неизвестно? Неизвестно, он сказал, там что-то замкнуло вроде бы, или еще что-то такое. А он это кто, работник? Да, работник. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Предварительную причину пожара еще предстоит установить. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Ущерб пока также не подсчитан, но уже понятно, что затраты на восстановление мойки будут весьма внушительными. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Крупная авария произошла на автодороге Казань-Малмыж в Высокогорском районе. Там столкнулись Форд и Hyundai. Последний после удара улетел в кювет и перевернулся на крышу. Айрат Назипов был на месте и поговорил с предполагаемым виновником аварии. Да все сдвиглись с той стороны. Чуть-чуть занесло и не растерялся молодой мальчик. До аварии и Форд, и Hyundai двигались в одном направлении, в сторону Казани. В какой-то момент Форд въехал в заднюю часть корейской иномарки, после чего последняя опрокинулась и вылетела в кювет. Сразу после опрокидывания автомобиля многочисленные очевидцы подбежали к его водителю. Они хотели оказать парню помощь. Впрочем, тот выбрался из салона машины сам. А прибывшие на место медики осмотрели его и не нашли серьезных травм. Второй автомобилист не пострадал. Рассказал, что врезался в Hyundai лишь по несчастливой случайности. Ехал за газелью по левой полосе и решил ее опередить, перестроившись в правый ряд. То, что там едет корейская иномарка, парень даже не предполагал. Газель прикрывал другую машину, да? Вы в итоге повернули? В этот момент сразу удар, что ли, был, или как? Я повернул, получается, машина ехала медленно, газель ее обгоняла. Я тоже начал по тормозам, а так как скользко, на небольшой скорости тихонечко задел. И она улетела. Автомобилист признал вину в этом происшествии. Теперь ему останется лишь подсчитать материальный ущерб и надеяться, что страховых выплат хватит на восстановление Hyundai. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Алкоголь еще остался, но закуски уже не было. Так подумали сотрудники магазина на улице Гагарина, когда по камерам наблюдения заметили, как мужчина прячет еду себе под одежду. Подозрения подтвердились, когда уже своими глазами увидели, что из штанов торчит банка кофе. Мужчину задержали. Он рассказал Салавату Мухаммадуллину, что алкоголь тут совершенно ни при чем. Я еду хочу. Причем здесь алкоголь? Вообще что ли? Я жрать хочу. Нет работы, нет денег, а кушать хочется. Именно так объяснил свой поступок задержанный. Мужчина пытался принести продукты мимо кассы, однако был пойман с поличным. Сотрудники магазина видели, как мужчина пытался спрятать украденное под одеждой. Один из продавцов магазина заметил, как у него из штанов торчит банка кофе, затем обнаружили салат и карбонат. Потом сотрудники торговой точки предположили, что мужчина выпивал, и ему просто не хватило закуски. Что хотели взять? Колбасу, хлеб. Алкоголь не брали, да? Нет. Практически не считается. Вы мимо кассы хотели пронести? Продавцы нажали на тревожную кнопку. Когда приехала группа быстрого реагирования охранного предприятия, мужчина полез в драку. Тогда на него надели наручники, после чего мужчину увезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами в студии. Была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.